Часто сталкиваюсь с ситуацией, когда мое имя произнести просто физически не могут. Как вы узнали о том, что поедете на Евровидение? Я вспоминаю, прям меня бесит. Просто жесть. Ну, мы все переживали за нее. Она что, она человек, она девушка. Это ты говоришь про комментарии после того, как Манижа выиграла национальный отбор. Точнее, зашел в душу, потоптался и ушел. У тебя же есть сольный проект. А в июле у меня выходит альбом. Ты участвовала в самых популярных музыкальных конкурсах на главных каналах страны. Это был «Пятый голос». Я снова пришла, меня снова не берут. Все. Сейчас мы тут разнесем просто. Привет, я Максим Кардозу, и сейчас будет интервью с Юлиной Поповой. Это музыкант, продюсер, композитор, наша землячка, которая успела поучаствовать в самых популярных музыкальных телешоу в нашей стране. Это и «Голос», и «Главная сцена» на «Россия-1». А недавно она вернулась из Нидерландов, где принимала участие в составе группы певицы Манижи в конкурсе «Евровидение-2021», где представляла Россию. В общем, мы встретились, поговорили, конечно же, о Евровидении, о других конкурсах, о музыке, творчестве и много еще о чем. Ну что, бардабытышки? И Илина, привет. Привет. Да, очень рад тебя видеть у себя. Ну, давай, наверное, начнем с корней. Все-таки и... Back to the root. Yes. Откуда ты родом, где ты училась? И первые, может быть, свои шаги музыкальные расскажи. Давай. Я родом из Якутии. Собственно, поэтому я сижу на этом интервью. Да. Из Хангаласского Улуса, из Покровска. Мои родители живут там, моя семья живет там. Я училась в высшей школе музыки на Покровском тракте, 16-й километр. Все с Покровском, да, связано? Все связано с Покровском, да. Ну, собственно, отучилась там, затем отучилась в Якутском музыкальном колледже, затем переехала в Петербург, пожила какое-то время в Петербурге, поучилась там тоже жизни. И переехала в Москву. 1,5 года я живу в Москве. В какой момент ты поняла, что твоя жизнь будет связана с музыкой? Когда родилась? Когда родилась? Да, абсолютно. Ну, знаешь, я вот из тех детей, про которых говорят, вот она на горшке пела, вот это я. Или там в углу стояла за что-то, пела, да, как бы ходила просто по улице, пела, вообще не затыкалась. Вот. А моя тетя, мамина сестра, она тоже занимается музыкой. Вот нас двое в семье, кто занимается профессиональной музыкой. И она в 4 года начала обучать меня уже каким-то небольшим там пьескам, чтобы я понимала, что такое фортепиано. Значит, рассказала мне про ноты и все такое. Вот. И я втянулась потихонечку. А в 6 лет, когда я была в детском саду, у нас был музыкальный руководитель, женщина, Сюзанна Михайловна. Вот. Сейчас из недр просто достала имя, прям вообще, я в шоке. Да, она, значит, порекомендовала моей маме и бабушке, что вот есть такая школа, рассказала про нее, она открылась там в 92-м или 93-м, что есть такая школа, и вот вашу дочку обязательно нужно туда, значит, устроить. Высшая школа музыки? Да, высшая школа музыки. Вот, ну, собственно, все. В 6 лет меня туда отправили, как бы, маме было на тот момент 25 лет, такая достаточно, лютая история, когда ты отдаешь своего ребенка в 6 лет, по сути, непонятно куда, ты же не знаешь, что это такое и что это за интернат вообще. С виду, конечно, все красиво, классно, как бы, но работать нужно было много в этом месте. Но не было сопротивления со стороны родителей все-таки отдать действительно маленького ребенка, заниматься музыкой? Все-таки музыка – это не адвокат, да, не экономист. Там не говорили тебе, вот лучше какую-то профессию реальную для того, чтобы зарабатывать деньги? Нет. Представляешь, вот 6 лет ребенку, возраст такой, когда все только начинает формироваться, когда уже начинают устаканиваться какие-то твои внутренние устои уже как бы начинают формироваться, ты весь в музыке, и потом спустя какое-то время тебе твои родители говорят, что, иди заниматься там экономикой. Это невозможно просто, потому что, музыка внутри меня настолько, что, я не знаю, чем другим я могла бы заниматься еще. А в музыке есть очень много
отраслей, очень много сфер, где можно очень хорошо себя проявлять. Это не только как бы... Ну вот есть такой средний узкий взгляд у человека, когда, знаешь, тебя спрашивают, там, ты говоришь, я музыкант, тебя потом вдогонку спрашивают, а хорошо, а работаешь ты где? Знаешь, да? Это вот я недавно тоже смотрела интервью, один очень классный артист сказал вот такую вещь, и ну реально так. Я тоже слышала такие разговоры, у меня были. И как бы, ну нет, на самом деле, куча мест, где можно работать, куча мест, где можно себя развивать и быть при этом достаточно обеспеченным человеком и, ну, как бы, платить налоги. Ну, то есть все нормально, это профессия. Музыкант — это профессия. То есть музыкой можно заработать? Безусловно. Даже без каких-то больших концертов, там, не становясь топ-звездой, да? Есть саунд-продюсеры. Есть очень много людей, вот мы видим только артистов, да, по сути, а есть люди, которые за всей этой пеленой блесток, скажем так, саунд-продюсеры, креативные какие-то директоры, там, маркетинг музыкальный тот же самый, это все как бы, плюс там уже начинаются смежные все эти истории, то есть не только музыкальное образование тебе нужно, но еще и там продюсерское какое-то, и ты просто соединяешь два своих образования, и у тебя получается очень крутой продукт, который ты можешь продавать. Дальше люди, ну, я, например, пишу песни на заказ, это тоже как бы я человек, ну, такой серый кардинал, знаешь, который тоже где-то там. А кому ты написала песни? Ну, в основном это, как сказать, наша вот эта вот московская ниша музыкантов, которые не имеют таких прям очень объемных залов и так далее, но в любом случае я работаю себе на портфолио, поэтому будем ждать. Я в прошлом году начала это делать, на заказ продавать. Так что есть где развернуться вообще? Абсолютно вообще. И ты даже, может, и не успеешь вообще за всю жизнь. А говорят, вот занимаешься музыкой, ну и что? А работать где будешь? На заводе когда пойдешь? Ну ты не хочешь быть все время на переднем плане? Все-таки наверняка были такие амбиции. Не писать песни кому-то, да? Да нет, дело-то не в этом. Ну просто у меня есть такая возможность. Плюс еще я очень люблю, мне нравится работа, когда ты приходишь на студию, и ты как вокальный продюсер какого-то определенного трека. И ты направляешь человека, который стоит на записи, стоит перед микрофоном, ты его направляешь в правильное русло, чтобы было клево все записано. Это тоже работа. Все достаточно многозадачно, очень много разных людей занимается над одним треком, может работать там вообще даже 30 человек может работать над одним треком всего лишь. А он идет всего 3 минуты, ты послушал и забыл. А 30 человек старалось, представляешь? Вот. Ну, деньги все получили еще просто. Ты очень давно в музыке и все время учишься, по большому счету. Ну, всю жизнь будем. Да. И можешь ли ты для себя обозначить какие-то референсы, что когда ты поступила, например, в высшее учебное заведение, да, каких-то навыков, может быть, тебе не хватало? Или с чем ты столкнулась, с тем, что «ух ты, ничего себе, а так можно было?» типа? Или ты нашла в себе какие-то новые грани своего голоса? Вообще, самое главное мое образование, которое прям, ну, пришло, я собрала вообще весь пак, который я могла собрать, это, конечно, высшая школа музыки. Потому что, ну, во-первых, это уровень в любом случае, ну, как бы больше я пока не встречала. Ну, возможно, петербургская десятилетка тоже может считаться как бы наравне. Уровень, конечно, очень крутой, потому что, когда я перешла в музыкальный колледж, мне не нужно было особо, ну, как-то внедряться вот во все это обучение, потому что большую половину того, что дают в музыкальном колледже, мы уже прошли в школе. И, по сути, нужно было просто это закреплять. Вот, собственно, этим я и занималась. Но я, на самом деле, не очень хорошо училась, если честно, в музыкальном колледже, как бы, извините. Вот, очень много вафлила. Но я уже работала на тот момент, с 15 лет уже начала работать в ивент-индустрии, как сейчас говорят. А в Петербурге, когда я уже приехала в Петербург, я зазнакомилась с тусовкой. Можно это так назвать. На самом деле в универ я тоже не особо ходила. Вообще я очень плохо училась, если честно. На самом деле университеты такая немножко, я не знаю, не могу сказать насчет других, но насчет своего я точно знаю, что только на практике и на опыте можно чему-то научиться. Совместно с другими ребятами, которые тоже так же ходят в институт,
затем на каких-то джемах, на каких-то вот таких тусовках или просто на какой-то там совместной общей деятельности, типа собрать группу. Вот у нас были такие ребята, и я сама участвовала с ними тоже. Это дает гораздо больше, ну, какого-то развития, нежели чем ты сидишь на паре и как бы умираешь потихонечку. Ну и все знания, которые ты аккумулировала за эти годы, они тебе пригодились в работе с Манижей, я так понимаю. Да и не только с Манижей, вообще со всеми, и вообще по жизни мне все это только в плюс. Ну давай поговорим уже про Манижу, про участие твое в Евровидении. Заголовки так и пестрели. Первая якутянка, Умоляю. вышедшая на сцену Евровидения. То есть республика смотрела, гордилась и ждала. Вот, давай расскажи, как ты познакомилась вообще с Манижей, начнем с этого. Я познакомилась с ее творчеством сначала, в 2017 году вроде бы. Моя подруга показала мне альбом, говорит, вот смотри, какая классная девчонка. Я послушала, мне очень запала в душу песня «Иногда» у нее из альбома «Манускрипт». И все, я как бы начала ее мониторить, как-то там подписалась и так далее. Слушала, она на тот момент тоже все еще выпускала вот эти вот коллажи, на которых она развила свою деятельность. Ну, как бы она существовала. Ну, то есть в моем каком-то, то есть, в параллельном мире она существует, все нормально, хорошо, клево. Вот, и как бы я перестаю на какое-то время интересоваться, что происходит в ее жизни. А затем, спустя, получается, несколько лет, в 2019 году, мне пишет мой друг, басист Паша Толстой, который сейчас работает вместе со мной в Маниже. Мы переехали вместе в Москву, по сути, получается. Пишет мне и говорит, что посмотри, Манижа набирает, значит, новый состав себе. Решила обновить, значит, команду. Ну, и я так что-то посмотрела. Уже на тот момент я жила в Петербурге. Мне было очень клево. Я жила в центре города, на Рубинштейна. Все красиво, классно. Я вроде бы делаю то, что я хочу. То есть я, как бы в моменте себя ощутила, что у меня все классно. Но, с одной стороны, это ступор тоже, какой-то ступор, что нет никакого развития. Ты просто остановилась, и тебе удобно. Ты максимально в удобном положении. И, как бы неспроста прилетела эта информация ко мне. Я подумала, собственно, в эту сторону. Решила ей все-таки позвонить, написать. Точнее, Паша меня заставил, на самом деле так оно и было. Паша меня заставил позвонить ей и договориться о прослушивании. То есть я прошла прослушивание, все по белому, без каких-либо вот этих вот самых. Что самое удивительное, у нас день рождения в один день. Прикинь? Это вообще прикол, да. Вот, так и получилось. Я прослушалась, приехала, затем мы поработали 2 работы, и, все, она поняла, что комфортно, и мы подписали контракт. Как вы узнали о том, что поедете на Евровидение? За что-то, когда это было, вот 8-го у нас был нацотбор, получается. 8 марта. Да, 8 марта у нас был нацотбор, 9 марта у нас Крокус. Это типа ежегодный концерт. Манижи. И получается у нас 6 и 7 2 генеральные репетиции перед Крокусом. Собственно, одна отменяется, потому что... вот 7 получается, отменяется генеральная репетиция. Мальчики все в шоке. Как так? Вы что, решили Крокус под минуса, что ли, отработать? Вот и начинается истерика. Манижа говорит, да, нам нужно выступить на шоу. Вот. То есть мы узнаем об этом 6 ночью. Получается. Что-то такое, короче. Манижа узнает 5 ночью. Вот такая история. А песня уже была готова, получается? Песня была написана там в 2020 году, но она все это рассказывала в интервью. Вот все то, что ты можешь посмотреть, если будет тебе интересно, вот все, что оно есть, я подтверждаю абсолютно вообще, никаких там... Нет, мне интересно, как вы репетировали эту песню. Если вам говорят за день до шоу, что вот вам нужно на нем выступить с новой песней, вы ее до этого репетировали как-то? Я ее услышала в первый раз 7 числа утром. Реально. Все, ты приходишь, вот у нас отменилась генеральная репетиция, мы пришли вместо этого вчетвером, в 5 на прогон. Нет, мы пришли сначала просто у нас была забронирована вот эта студия, где мы репетировали. Пришли туда, послушали песню, у нас было там порядка 4 часов, чтобы подготовиться. Все, и вечером 7 числа прогон на Мосфильме. С какими ощущениями человек должен выходить в таком цейтноте, готовя номер?
какие у вас были вообще эмоции? Да вообще сейчас или никогда, все. Когда, если не сейчас, точнее, вот тогда. Слушай, ну мы вывезли вообще чисто на таланте, на самом деле. Это так можно назвать. Да, на драйве. Драйв вообще был просто зашкаливающий. В итоге получается, что у нас мальчик Тёма, который тоже ездил с нами, получил сахарный диабет спустя какое-то время вообще. Ну, то есть, Из-за нервов? ну, все эти вот 2 месяца, сколько мы готовились, это было, конечно, ну, это нервно, реально нервно. Во-первых, из-за пандемийной ситуации, потому что, ну, во-первых, от тебя не так уж много что зависит, да. Понятное дело, что мы там бережем себя, там носим маски, вот это вот все, метро и так далее. Все это понятно, но, ну, как бы всякие разные ситуации бывают. Но здесь такое четкое правило, что если кто-то заболел перед выездом, то, значит, отменяется выезд, либо там садят на карантин, в общем, какая-то такая история. И мы снимали в этот промежуток времени, мы снимали резервное видео на Первом канале, ну, которое не очень хорошо получилось на самом деле. Ну, то есть наше выступление в Ахое было гораздо лучше, вообще в проценты просто, миллионы процентов. Вот. И если бы кто-то из нас заболел, то мы бы показывали в прямой трансляции вот это видео, которое снимали. Ну и было бы не очень. Поэтому слава богу. Но ты постоянно находишься в этом ощущении, в этом нервном ощущении, что типа не дай бог, никто не кашляет на меня, пожалуйста, уйдите, все. Ну как бы, ну а от тебя по сути ничего не зависит. Ну вообще, я вспоминаю, про меня бесит. Просто жесть. Ну и как бы, и знаешь, вот от того, что вот это ощущение постоянно происходит, тебе кажется, что это все может быть нереальным. Это, в принципе, как бы ощущается на самом деле нереальным, потому что, ну вот я, там, девочка образца, там, 2000 года сидела и смотрела на Алсу, я не помню, там, 2001 или какой-то был, смотрела на Алсу, совсем маленькая, потом смотрела там на Юлю Савичеву, на Наталью Подольскую, еще кого-то. Я смотрела Евровидение, ну, прям постоянно. Вот, и как бы для меня это казалось чем-то вообще, ну, заоблачным просто. А тут говорят, что вот через 2 месяца вы едете. Ну, как будто бы нет, потому что куча всего, и всегда должен быть вот этот фактор, который обнуляет все, понимаешь? И вот ты как бы в предвкушении этой отмены постоянно находишься. Но ты так сильно этого хочешь, что как бы все свои положительные вайбы туда отправляешь. Ну, в общем, То есть постоянное напряжение внутри. постоянное напряжение. Всегда, вообще всегда просто. Ну, расскажи еще, как вы готовились в творческом плане. Мы про пандемию, то есть поняли, что нужно было себя беречь и не заболеть ни в коем случае. Мне, в принципе, было нормально. То есть самое страшное было только вот этот момент переживания. А все остальное, в принципе, там, ну, мы занимались физическими нагрузками, мы там что-то бегали, там, с мячиком. Это для чего? Слушай, на самом деле это очень крутая практика, потому что каждый раз, когда ты выходишь на сцену в Ахой, ты пел всего одну песню, 3 минуты. Что ты делал, непонятно. Ну, то есть, ну, ты просто как бы, ну, делал какие-то движения, выполнял, да, ты уже настолько отработал все это как бы мышечно и так далее, но каждый раз, когда ты... Я вообще кашляла после каждого выхода. У меня прям такой, не знаю, вот, из желудка как будто кашель выходил, короче. Да, мы страшно запыхивались после каждой той самой. Я не представляю, если бы мы не подготовились еще, плюс, что бы было с нами, мне кажется, мы просто падали бы с каждой. Это просто, ну это еще плюс не только как бы от физического состояния твоего зависит еще и от ментального состояния очень многое. Поэтому это просто очень мощная сцена и очень мощный посыл сам по себе, и он забирает очень много энергии твоей. Вот. Поэтому, да, они важны были, эти физические упражнения, все-таки, как ни крути, как оказалось. Да, мы и в Роттердаме тоже бегали какое-то время.
Вообще так смешно. На самом деле это единственное, что мы могли сделать, если честно. То есть там Пробежки? тоже там был карантин, да, и как бы мы из отеля особо не выходили, и вот и была возможность там выходить типа в магазин или на пробежку. Но мы выбирали, конечно, все. Ну а что сидеть в отеле? Мы сидели, мы там 200 тысяч лет жили. Расскажи про организацию самого конкурса. Все-таки это мега, мне кажется, мега мероприятие. Это лучшее просто, это лучшее. Ну, во-первых, ну, как бы трансфер, логистика, все понятно, это даже ну, ни в коем случае не обсуждается. Офигенно, все круто, у нас очень классный отель был. Я говорю, я в отпуск съездила, правда. Вот, все клево. Мы, значит, с всей делегацией приезжали каждые 2 дня, нам нужно было делать тест. Ну, не каждые 2 дня, получается, у нас тест действовал 2 дня, и перед тем, как ты посетишь арену, нужно будет сделать тест. Вот, без теста тебя никто туда не пропустит. И как бы все так сделано очень схематично, что ты проходишь сначала в один зал, потом в другой зал, ты ждешь в этом зале после того, как ты сделал уже тест, и тебя не выпускают из этого зала. Ты должен дождаться своей там вот этой негатив ситуации, и только потом ты можешь выходить уже. Все, заходите, собственно, ждете там своего delegation bubble большой, где есть разные зоны, там, где можно попить кофе, где отдохнуть, и по углам стоят гримерки. Мы прошли саундчек, больше мы не проходили саундчек, никогда. Только были вот эти предсъемки для, там, ну, для резерва там, или еще для чего-то, и просто как бы ощущения на сцене. По звуку вообще никаких вопросов. Вот они случились только вот в этой комнатке, и все. Дальше просто вот 16 выступлений, 1 саундчек. Ну, типа, чё? Дальше, ну, типа, такое, ну, вообще, понимаешь, такое разве возможно? Нет. Я не верила в это. Вот. Ты встаешь, значит, на свой квадратик, тебе приносят, ну, у тебя, ты берешь с собой вот в коробке, которую вам принесли, наушники, головки, встаешь, отдаешь головы, они сами закручивают, значит, надеваешь наушники, тебе стоит человек, который клеит тейп, чтобы, ну, эти, как их, Кластеры. шнуры, чтобы не летали туда-сюда, короче, фиксируют это все. Вот у него одна задача — просто стоять с тейпом и клеить тебе за ухо тейп. Конец. И он счастлив. Он улыбается каждый раз. Мы видели его 16 раз. И он каждый раз улыбался. И все они каждый раз улыбались. И все были так рады нас видеть. Один человек вводит нас он как бы наш гайд, вводит нас по всей территории, приходит вовремя, всегда за 5 минут. Это так смешно. Он заходит, как бы у нас там время уже идти, ну, осталось 5 минут для того, чтобы дойти до сцены, уже пора. Он заходит, говорит, ну что, вы готовы? Через 5 минут пойдем. Все, и закрывает дверь и ждет свои 5 минут. Ну, просто всегда приходит раньше, чтобы все было четко. Он никогда не опаздывает. Вообще никто никогда не опаздывает. Никто не паникует. Вот. Никто не паникует. Все очень круто. Паникуем только мы, понимаешь? Вот это все. Давайте быстрее, сейчас это самое, куда, что? Но потом уже мы так расслабились вообще, на самом деле, потому что все настолько отработано. То есть вот эта схема, про которую я тебе рассказала, она происходит каждый раз, когда ты выходишь на сцену. Поэтому это уже как... Именно поэтому, когда ты выходишь на сцену, у тебя нет никакого волнения. Вот у меня все спрашивают сейчас, ну как оно было? Вы волновались? Вы волновались? Как? Чего? Не было вообще никакого волнения. Это было не волнение, это было просто... Ты настолько наполнен, что за тебя очень много сделали другие люди, и тебе важно... То есть им важно, чтобы ты сделал свою работу хорошо. А твоя работа — это выйти на сцену и спеть, донести что-то, да, пропустить через себя, отдать. Вот этим важно заниматься, а не теми нюансами, которыми мы обычно занимаемся. Ну, то есть я не хочу, конечно, сказать, что, типа, да хочу сказать, конечно, да. Ну, у нас есть явные проблемы с организацией. Не все организации, конечно, супер эти самые, но я достаточно часто встречала. У меня почему такое сильное удивление, что это прям, ну, контраст организации
здесь и там. Но это дело не в том, что это за граница, это просто такая компания. Eurovision — отдельная компания, которая сделала там какие-то прокачки, я не помню, как называется, но это люди и профессиональные отношения. Все-таки я хочу спросить, вы 16 раз, то есть, выступали на этой сцене на большой, и в любом случае, ну, есть же разница, просто прогон или когда ты выходишь в полуфинал. Кстати, где было волнительнее, может быть, в полуфинале или в финале выступать? Ну, я не скажу, конечно, что мы, знаешь, типа на чили выходили. Там тоже всякие разные нюансы. Допустим, в полуфинале перед нами выступала девушка с песней «Аллилуйя», и она была достаточно такая, знаешь, она очень объемная, очень помпезная, и вот ты прям видишь сбоку какой-то видеоряд ее, там очень красивая, там земля, вот это все крутится, небо, и музыка такая. И вот в полуфинале мы, конечно, ощущали вот этот вот, знаешь, какую-то цель очень большую, которую мы делаем. Мы прям чувствовали, что мы несем что-то. Но мы слушали эту песню перед тем, как выйти, и это нас очень сильно заряжало, и мы выходили такие прям, все, сейчас мы тут разнесем просто. Но это не агрессивно было, а именно то, что очень важная цель. Мы все прям понимали, что это очень важная цель. Именно донести месседж. Не в плане там как бы по музыке что-то там и так далее, хорошо отработать и так далее, а именно чтобы люди услышали, перенести вот это. Ну и я думаю, что у нас получилось в полуфинале это сделать, потому что все было спланировано кем-то так, чтобы мы вышли и прям отпустили все волнение, во-первых, из-за того, что у нас была вот такая цикличность, да, выхода, и, во-вторых, перед этим мы слушали такую помпезную песню, которая нас настраивала очень хорошо. А в финале перед нами были очень крутые чуваки из Бельгии. Это просто... Нас это так расслабляло, мы так кайфовали от того, что такая крутая музыка на Евровидении. На Евровидении разного рода песни бывают. Не всегда они, скажем, типа музыкально круто наполнены, но это была просто вышка. Мы на самом деле, мы офигели, типа, что делает Оверфоник на Евровидении? Зачем им это нужно? Ну, это достаточно такая известная группа. И песня кайфовая, и мы расслаблялись на ней. То есть мы уже отпускали эту задачу, мы уже сделали очень много в полуфинале, и осталось только просто, знаешь, как будто все в мышцах оно осталось, ты просто выходишь и как бы на автомате уже на спокойном, от тебя уже ничего не зависит, на спокойном. Просто выходишь и делаешь то, что ты делаешь. Ну и еще вот один вопрос, который я задал про зрителей. Все-таки есть разница со зрителями или без зрителей, когда выступать на арене? Ну, конечно, со зрителями очень круто. Блин, там это вообще... Мы только вышли, они уже начинали кричать. Это просто... Ну, как бы это о чем-то говорит. Прям... Люди ждали ее. Очень много народу поняли, о чем речь. Очень много позитива было от людей. И искренности, даже слез. Расскажи немножко вот про ваш посыл, ты начала про него говорить, и насколько он тебе самой близок, песня Russian Woman, русская женщина. Ну, мне это близко, потому что достаточно часто в жизни ты слышишь разного рода изречения на тему того, как ты выглядишь, на тему того, формат ты или не формат. Ну, такое и есть. Или, там, например, проблемы в семье те же самые тоже. У каждого есть какие-то, как бы не все идеально, нет идеальных людей. И когда начались вот эти нападки, очень много было всякого написанного. Причем мы даже, знаешь... Это ты говоришь про комментарии после того, как Манежа выиграла национальный отбор? Да, все верно.
Вот. И, конечно, ну, мы все переживали за нее. Она человек, она девушка, которая очень много чего делает. У нее куча разных социальных проектов. Она стала послом ООН, да. Ну и вообще она, как бы, знаешь, у нее такой девиз: отдавая, как бы, нужно отдать, лучше отдать. И ты все равно получишь в любом случае. То есть всегда есть этот обмен. Помощь — это важно. И вот у них, в принципе, вся семья на таком понимании живет, что они все друг другу помогают. У них очень сплоченная семья. Вообще, конечно, очень круто за этим наблюдать и как бы ставить даже в какой-то момент в пример это все, потому что, ну вот, например, в ее семье, у нее мама, которая тянет всю семью. Тоже как бы сын без отца, дочь без отца. Сломанной фэмили не сломать меня. Вот, поэтому это все происходит. Большое количество наших сверстников, чуть помладше, детей даже, без отцов, без матерей живут. Ну, по разным причинам. Но в основном, конечно, это, основной, как сказать, процент — это, безответственность. Вы пытались об этом рассказать в песне? И не только. Ну вот о том, что человечность прежде всего. И мы все братья и сестры, мы не можем разделяться. Даже то, что песня называется «Русская женщина», но это же, с одной стороны, это абсурд, потому что вся эта история, которая в песне, она говорится обо всех людях. И неважно, женщина это или мужчина на самом деле. То есть это больше от карикатурного мы отходим, да? Про ворон, про «Алло, где же дети?» Это тоже же классическая ситуация. Никто не имеет права лезть в твою личную жизнь. Никто не имеет права этого делать. Поэтому, но люди просто от невежества, они не понимают, что когда ты задаешь вопрос, когда пойдете за вторым? Знаешь, вот эта вот история. А что, тебе уже 30 лет, а что, может, детей уже часики-то тикают? Казалось бы, вроде, смешно, а у кого-то же может быть, не знаю, травма детства, у кого-то может быть бесплодие, а ты просто пришел и вот так вот втоптался, точнее, зашел в душу, потоптался и ушел. Тебе с этого ничего, а человек с этим будет жить дальше. Поэтому чувство такта, толерантность, человечность — это то, чем мы должны жить, чем мы хотим жить. Я лично хочу жить, говорю только за себя. Но в Европе песню поняли, и в России после выступления уже на Евровидении неплохое место же, в десятке. Оттаяли наверняка люди, нет? Не знаю. Но фидбэка очень много, в принципе, и тогда было, когда было плохого фидбэка тоже, когда и плохой фидбэк был. Поэтому, да все равно, это, такое, знаешь, это стадия принятия тоже. Сначала полное отрицание. В общем, в конечном итоге все равно принятие происходит, как ни крути. Но вы сейчас гастролируете активно, получается. Как вас встречают? Мы приехали-то очень недавно же. Начинаем, вот в Петербурге были недавно. Гастролируем, вот у нас будет микротур по городам России, будет концерт, собственно, в день рождения, наш общий день рождения, будет концерт в Крокусе 8 июля. 8 июля, пожалуйста, приходите в Крокус, будет очень классно, тепло и душевно. Если говорить о твоем творчестве уже отдельно от Манижи, у тебя же есть сольный проект, вот расскажи про него. В июле у меня выходит альбом. Что пришла такая. Да, в июле у меня выходит альбом под названием «Июль». Спасибо. От Елины. Да, от Елины. На самом деле, ты знаешь, я тут подумала просто, я достаточно часто сталкиваюсь с ситуацией, когда мое имя произнести просто физически не могут, и я все еще не понимаю, почему. Я решила просто, вот так вот это проделать. Просто подписать «Июль», и чтобы не было никаких вопросов. Все же понятно, в принципе, становится. То есть твой псевдоним Июль? Это не псевдоним, это мое имя тоже, по сути-то. То есть меня так называют, мои друзья меня называют Июль. Странно, да? Вот, достаточно забавно. Да, у меня выходит альбом, который я написала, написала, наверное, давно некоторые песни,
А собрала его я во время пандемии, когда, собственно, мы все закрылись дома. И знаешь, вот такой момент, когда ты понимаешь, что вот оно время, пожалуйста, используй его с умом. Или ты всю дорогу говорила о том, что у тебя не хватает его, ты занималась чем-то другим постоянно, а сейчас у тебя этого всего нет. И ты просто садишься и делаешь то, что ты должна делать, то, что, ну, как бы твое. Вот, собственно, так и получилось. Я собрала эту программу, откатала ее 2 раза в Петербурге на онлайн истории и офлайн на Ленинградских мостах. Это петербургский фестиваль. Что за песни ты сама пишешь и исполняешь? Все-таки они же отдельные, ну, там, тот репертуар, это репертуар Манижи, например, он же совсем другой. Ну, я называю это emotional pop, потому что очень много хочу я... Ну, как сказать, музыка достаточно простая. Понятное дело, что в ней есть все-таки, ну, какие-то... не знаю, более интересный подход, что ли, чем просто типа к обычной попсе, там, которую мы слушаем часто. Все равно, конечно, она немножко такая, ну, более интеллектуальная, скажем так. Не совсем коммерческая, скажем. Не совсем коммерческая, да, это в точку. Совсем не, я бы даже назвала. Вот. Ну, посмотрим, на самом деле, нет, я все-таки стремилась к звучанию именно чуть-чуть прикоммерческому, да, немножечко все равно, как бы мы же понимаем все прекрасно, что нам нужно все-таки как-то вылезать. Но если ты боишься, завтра можешь не вставать. Если ты боишься, завтра можешь погибать молодым. Если ты боишься, завтра давай танцевать сейчас, как будто он последний день. Танец, взгляд твой. И больше, конечно, направленность на тексты. Мне очень нравится фонетика, мне очень нравится писать интересные тексты, чтобы западало, чтобы запоминалось. И вот как бы на это я, собственно, делаю упор. Сложно продавать и продвигать свою музыку, которую ты сама делаешь, которая тебе нравится? Ну смотри, вот я сейчас нахожусь на этапе начала именно продаж. И пока еще, ну, 100% не понимаю всей этой кухни. Но знаю точно, что вложения в любом случае должны быть. Сколько нужно денег для того, чтобы твоя песня попала на радио? Или они бесплатные? А важно ли, чтобы песня попадала на радио? Вот я не знаю, расскажи мне. Я тоже не знаю. Знаешь, мне кажется, что сейчас очень так сильно развился интернет, что можно вполне спокойно обойтись без радио. Потому что, ну, если ты андеграунд-артист и ты пишешь песни для, допустим, молодежи, которая тусуется на хлебозаводе, тебе не нужно радио, они не слушают радио. Твоя целевая аудитория — это, ну, там, Инстаграм. Все это можно развивать в интернете. И мне кажется, какая-то ну, она, конечно, да, но все равно присутствует в любом случае, да, как ни... Но сложно ли попасть туда? Как На радио? Ну, вообще, на музыкальный канал, я не знаю, вот, на какие-то площадки традиционные. Слушай, ну, не сложно, когда есть деньги, я думаю. Ну, типа, ротация все равно стоит сколько-то. Это либо ты в друзьях с музыкальным редактором, и все классно, и все окей, тебя пропускают, просто потому что вы дружите, например. Или же, ну, как бы ротация стоит сколько-то. Либо есть какое-то предложение, типа конкурсное, там, из серии «Пройди», там, мы поставим твою песню, если ты там пройдешь какой-то отбор. Ну вот ты говорила про вложения, я пытаюсь понять. Сколько денег? Да, сколько денег. Ну смотри, значит, ты записала, вот, во-первых, нужно записать альбом, да, тебе нужны музыканты, которые, можно это все сделать, конечно, дома, самому, в Logic, в любой другой программе, записать, это все также можно это сделать дома. Сейчас уже вообще нет никаких абсолютных, ну, точных указаний, как нужно это делать. Вот. Но можно как бы арендовать студию, это, ну, стоит какое-то количество денег. Плюс ребята, которые будут тебе записывать эту музыку, если ты хочешь живой звук, это тоже стоит каких-то денег. Вы либо друзья, либо ты им платишь почасовую. Вот. Ну, плюс репетиции, соответственно, перед записью.
Плюс человек-звукорежиссер, который будет записывать это все, тоже стоит денег. На студии, которую ты также арендуешь. Записать одну песню стоит 250 тысяч рублей. Ну, грубо говоря, я не знаю в размере одной песни. У меня просто, видишь, у меня есть очень много друзей, у меня есть много, как бы... Но если друзей нет, вот друзей нет, я хочу записать песню, то есть это будет стоить... Ну, что-то около того, наверное. Ну, зависит еще от наглости людей. Тоже, знаешь, как бы. Продвигать себя нужно же и в медийной сфере. Ладно, мы не берем радио, мы не берем там музыкальные телеканалы, но все равно себя нужно продвигать. Я знаю, что, ну, как бы все мы знаем, что ты тоже этим занималась, и до Манижи, и до Евровидения ты участвовала в самых популярных музыкальных конкурсах на главных каналах страны. Это «Голос», «Главная сцена». Вот. Расскажи. Рассказываю. Чего я там потеряла, да, ты хочешь спросить? Ну, смотри, вот так вопрос у меня не стоял. И это моя самая главная ошибка, на самом деле. Вот так, как ты сказал, продвигать себя в медийной сфере. Я не мыслила такими категориями. Чего я туда поперлась, вообще непонятно, если честно. На самом деле, мне кажется, я просто закрывала гештальт. Смотри, короче, был период, когда ты просто делаешь все по наитию. Ну, просто вот как оно идет, так и идет. У тебя нет стратегии, у тебя нет никакого. То есть сейчас я уже начинаю, ну, как бы мыслить чуть-чуть наперед. И понимать, что если там я принимаю какое-то решение, из этого может выйти вот такое, например, такая ситуация. То здесь нет. Мне 24-23 года, все классно, я отдыхаю, живу в Петербурге, клево. Иду на голос, потому что все идут на голос. Все вокалисты идут на голос, и я тоже иду на голос. Меня не берут, но записывают в базу «Красного квадрата», это компания, которая занимается этими проектами. И, собственно, звонят и приглашают на главную сцену, тоже на кастинг. А почему в «Голос» не взяли, тогда объяснили? Нет, никто ничего не объясняет. Слушай, ну, есть определенный формат шоу, определенные характеры, персонажи и так далее, как бы, ну, не подошла, в общем. Вот. И затем, ну, меня берут на главную сцену, и это просто как бы такой первый заход, когда ты вообще офигеваешь, что, как работает телевидение, как это все реально происходит. То есть ты смотришь это все по ту сторону, а потом ты оказываешься на этой стороне, и вообще это очень крутой опыт, это вообще просто супер. Что тебя больше всего там удивило или возмутило? Прикол, как пишутся профайлы. Как они там под съемки проходят и так далее, как это все собирается, как потом что вырезается и так далее. То есть, ну, как бы ты видишь это все изнутри. Ну, вот про «Голос», например, там по 50 секунд пишется профайл один. Так забавно. А люди ведь думают, что они прям сидят и занимаются с тобой, вот эти менторы. Ну, какие-то, может быть, и занимаются там, но это все вне камеры происходит. А для телевидения нужно это отснять, и чтобы была красивая картинка сзади, вот эта красная комната. Ну и как бы все, и вот так вот по очередке все идут и снимаются там по чуть-чуть. Ну и все, собственно, очень большой опыт получился на главном. Там все было просто в новинку, поэтому от всего я офигевала вообще. Ну просто что там, типа, Володя Пресняков сидит такой, значит, боярский. Арбенина вышла петь. Кстати, это была импровизация или... Это была, смотри, короче, мне сказали в самом начале, точнее, перед этим, что это, прямой эфир был или нет, не помню, перед записью, короче, мне сказали, что Арбенина, ну, ты будешь петь песню, короче, с Арбениной. Вот, но мы с ней не репали, вот в чем прикол. То есть импровизационно в этом плане, да. А в том плане, что типа, ну, конечно, да, я знала, что я буду петь. Естественно, это было бы странно. Типа, ну так не бывает, ты же знаешь, ты же на телеке работаешь. Ну, для зрителей это такое ощущение, что ты бац, и такая запела, такая... Ну, из корабли, или что там было, не помню. Начинайте. Это из корабли, из священной земли, и соленые губы твои. Ну, конечно, нет. Конечно, я знала. Ну, просто что сам факт импровизации на сцене, да. А так нет. Я выучила эту песню.
Но тебе понравилось вообще участие в главной сцене? Да, очень круто. Мне понравилось, что не было таких, ну как оказалось потом, не было препятствий и рамок в плане аранжировок. То есть можно было привносить свое какое-то видение. У меня там, допустим, мне очень нравится аранжировка, которую мы сделали на «Полковнику никто не пишет». Это просто вообще мой выхлоп, да. Там джазовая аранжировка у меня была, там Зайцев, Медведи и так далее, ну там всех подряд. Все равно, все равно, пусть боимся мы волка и сову. Вот, короче, очень крутые номера, все классно, режиссер офигенный, мы потом спустя какое-то время с ней тоже встретились, причем я уже была в составе Манижи, и как бы мы встречаемся на площадке, вау, ничего себе, сколько лет, сколько зим, ну так прикольно, вот. Ну и в общем, да, и вообще сама компания тоже очень классная. Вот, получается, у меня прошла эта главная сцена, затем я начинаю работать с Дедукс спустя какое-то время, ну, чуть сокращу. Дедукс, мы попадаем на победителя, нас зовут туда. Это такое шоу, куда звали артистов. А мы тогда просто были в тесной тусовке Emporio Music Fest. Я тогда мы вместе участвовали, они отдельно. Я победила в этом конкурсе. Поехала в Монтрео, у меня была такая, типа, приз-поездка. Вот, собственно, ну и тоже, как бы, знаешь, на короткой ноге начали там общаться с разными ребятами, и меня, собственно, музыкальный редактор еще раз спросила, а что ты на голос опять не пойдешь? А я говорю, так меня не берут, что вы хотите от меня? Это был 5-й голос, я снова пришла, меня снова не берут. Я, короче, ну, в этот момент я уже посылаю все, ну, типа, что, какого, сколько можно. Это я уже, кажется, 3-й раз приходила, походу, или 2-й, не помню, ну, в общем. Не берут, не берут. Дальше вот этот победитель, нас зовут на победитель, собственно, мы проходим, там у нас сколько-то съемок было, и спустя какое-то время у них начинается съемка голоса, и нам звонят редакторы и говорят, типа, почему Юлины нет в списках? Что это такое, короче? Почему она не пришла на голос? А я уже все, мне вообще прям, я в штыки воспринимаю все, потому что меня бесит. Ну, типа, ну, какому артисту понравится, что тебя все время откуда это самое, эго твое ущемляют, раздутое очень сильно, да, на тот момент. Вот. Конечно, неприятно. Ну, я сказала, что, типа, нет, не хочу. А они позвонили Диме, который с группы Дедукс, наш батя. Вот. И он говорит, блин, Юлин, мы, короче, поедем все вместе с тобой, и как бы вообще на чиле, на спокойном. Если не возьмут, значит, они идут, сами знаете, куда. Это даже предкастинг. Ты рассказываешь та не телевизионная история, которая еще не в экране. Но сам факт того, что они тоже набирают некоторых людей из своего круга, ну, условно, там, не своего, скажем, ну, вообще музыкального круга. Это, ну, такое есть, все об этом знают. Вот. Ну и, собственно, я оказалась одной из этих людей из такого круга. Ну и все. И вот на этот раз меня уже взяли и показали. Но уже, ну, понимаешь, с каким я туда пришла, как бы... Ощущением, да. Вроде казалось бы, что вот у меня группа, и можно было как-то это все... Ну, какой-то выхлоп все равно был, безусловно. Плюс, как бы, ну, такая известность на Якутию тоже, она, ну, и после главной сцены тоже, но она каждый раз происходит всегда. Все же радуются, что якутянка, вот это вот все, конечно, да. Но если говорить про какие-то технические моменты именно раскрутки своего бренда и группы, то, конечно, не было никакого вообще понимания, как это все делается, никто не знал, как бы, как правильно, не было нормального менеджера, который, как бы, на тот момент, плюс и вот это ощущение такое, знаешь, что, типа, взяли непонятно ради чего, вот, поэтому такое, короче. Узнаваемость вообще к тебе пришла после какого конкурса? После главной сцены или после «Голоса»? Все-таки у «Голоса» аудитория же намного больше. Да, шире.
Узнаваемость как в Якутии? Вообще, в Петербурге пальцем не тыкают в тебя? Нет. Слушай, это такие большие города, здесь так не принято. Ну, так не работает. Никто не здесь. узнавал. Ну, на самом деле, вот после Евровидения, наверное, я тебе скажу так, да, Да? реально. Ну, то есть, потому что голос — это такая какая-то потоковая история, а здесь более точечная. И тебя видели прям максимально крупно. Но все-таки Евровидение — это же история акцентированная на манеже, да, и там, понятное дело, что у нее есть поддержка ребят, которые вместе с ней выходят на сцену, но для того, чтобы еще узнавать этих ребят, это, конечно, для меня А удивительно. так оно и сработало. Мы работали как команда, вот в чем прикол, понимаешь? У нас не было такого, что мы подпевка, которая немножко затемнена, вот так вот чуть-чуть в уголке стоит, как оно обычно бывает. Это вот бэк-вокал такой стандартный, да, который, ну, как бы, как инструмент. У нас был целый перформанс, понимаешь? Мы тоже были частью всего этого перформанса. Поэтому отметка в Инстаграме, вот это вот все, Манижа фан, просто вообще каждый день по нескольку раз отмечают тебя там во всяких разных штуках. Ну и вообще, да, на самом деле, если сравнивать все эти, ну, допустим, 3 ну а что сравнивать? Это же Не странно. сравнивается, конечно. Да. Вообще есть какие-то планы приехать, может быть, в Якутию, дать там какой-то концерт или использовать якутскую музыку в своем творчестве? Это 100%. Я ее использую. Вот в чем прикол. Я не использую текст, единственное, что ну как-то пока не лежит. Я не тороплюсь. Возможно, оно все сойдется и появится какой-нибудь автор, может быть, или что-то еще. Ну, то есть оно все происходит само по себе, на самом деле. Никуда не торопиться не стоит. Вот. Но я использую этно-историю, она, безусловно, есть, она всегда вообще вылезает из меня, она никоим образом никуда не девается. Ну, какое-то время я, конечно, отрицала это все, естественно, там вот зарубежная музыка, все. Но нет, она все равно лезет, корни как ни крути, от них не отделаться, да, собственно. И мы снова возвращаемся back to the roots. Вот. Да, я все это использую. А что говоришь, в Якутию съездить? Да, А ты концерт. билеты видел? У меня все. Ну, может быть, когда они подешевее. Я бы лично тоже хотела приехать со своим проектом после всех этих концертов. Ну, посмотрим. И если позовут, я буду только за. Вообще, с удовольствием. Спасибо, что пришла. Было приятно пообщаться с тобой. Спасибо тебе большое. Да, надеюсь, встретимся на концерте. Да.